Эти кадры, словно эхо прошлого, напомнили каждому из присутствующих в зале те самые 2000-е. В то время, когда даже за хлебом сходить было опасно, Ахмату Хаджи Кадырову удалось собрать около 500 человек, представителей всех народов Чеченской Республики, которые единогласно его поддержали. Сегодня глава республики выражает благодарность тем, кто тогда был рядом и верил в его отца. Я приветствую гостей и участников международного форума. Мы часто слышим фразу о том, что любая война завершается миром. При этом все думают, что мир сам по себе придет. На самом деле для достижения прочного и окончательного мира необходимо приложить не менее усилий, чем для окончания войны. Наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, прекрасно знал данную истину. Поэтому в самый разгар военных действий он работал над планом перевода Чеченской Республики на рельсы мирного развития. При этом Ахмат Хаджи, как великий политик и мудрый человек, известный во всем исламском мире религиозный деятель, в первую очередь руководствовался нормами Корана и Сунны. Он приводил хадисы о том, что мирная жизнь есть большой джихад по сравнению с малым джихадом военного периода. Ветераны команды Ахмат Хаджи Кадырова хорошо помнят, что ему предлагали на 10 лет отказаться от любых политических процессов, включая выборы президента и парламента, определение статуса Чечни. Однако Ахмат Хаджи ответил, что не сделать ни одного шага, не посоветовавшись с народом. Он был решительно настроен на принятие любого решения народов Чечни. 15 лет назад по его инициативе состоялся съезд народов Чеченской Республики, который поддержал предложение Ахмат Хаджи провести референдум по проекту Конституции. 23 марта 2003 года народ Чечни практически единогласно принял проект, подготовленный Ахмат Хаджи, и поддержал единство Великой России. Впереди было еще много трудных и трагических дней. Но именно съезд народов Чечни и референдум приложили дорогу к миру, единству, стабильности и процветанию Чечни, полному разгрому терроризма. Именно они позволили превратить Чеченскую Республику в самый мирный и быстро развивающий регион России. Огромную роль в успешном решении проблем Чечни играла крепкая дружба между президентом России Владимиром Путиным и Ахматом Хаджи, которые доверяли друг другу. Сегодня опыт мирного развития Чеченской Республики может быть востребован в странах, где длительное время ведутся военные действия. Но в достижении там мира не заинтересованы США и западные союзники, разрушившие государства, уничтожающие целые народы. В этом зале находятся люди, которые готовили съезд народов, принимали в нем участие. Я искренне благодарен каждому из вас. Я уверен, что вы гордитесь своей причастностью к тем великим событиям. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. По словам Рамзана Кадырова, результат сегодняшней стабильности – это смелость и отвага отдельных людей. Это был первый шаг на пути к референдуму, принятию Конституции и проведению выборов президента Чечни. Первый съезд народов Чеченской Республики сыграл огромную роль в борьбе с терроризмом. Как итог, Чечня, которая лежала в руинах, сегодня полностью восстановлена. Действительно, Сун, как можно сказать, помощник Дон, первого президента Дона, каждый день, каждый час, каждая минута Дона. Для меня это святое, потому что мы все вместе служили ради Всевышнего, ради народа. Мы слышали слова Ахмата Хаджи: давайте научимся жить. Жизнь, как мы все знаем, это борьба Дон. Ахмат Хаджи был недоволен жизнью, которую нам предлагали. Предлагали нам выживать. А Ахмат Хаджи нам обещал, завещал бороться достойно, за достойную жизнь. И это заслуживает наш народ. И его слова были для нас пророческие. Мы боремся, мы добиваемся, и мы будем жить достойно. На зло всем врагам, на радость друзьям. Дай Аллах, чтобы никогда больше мы не видели войн, страданий. Действительно, до гробов. Кто с нами служит, кто с нами служил, в команде Ахмат Хаджи, Дагар Баркалдер, некоторые ушли от нас. Настолько было сложное, и серьезное, что каждый будет давать оценку, сам, в истории, поставит жирную точку, Действительно, те люди, которые были с Ахматом Хаджи, это великие люди, Они смелые, они действительно люди, боящиеся Всевышнего. В этой жизни они ничего не боялись. Значит, каждый день нас убивали, взрывали, каждый день нас выгоняли, каждый день нам читали лекции, что завтра будет еще хуже. Единственный человек, который взял на себя всю эту ношу, и сказал, что у нас будет лучше, чем сегодня, завтра и послезавтра еще
лучший. Это был Ахмат Хаджи. А мы поверили ему. Да, Мулада. Мы не подведем президента страны, который нам доверил после гибели Ахмат Хаджи, зная настолько, насколько мы подготовлены, нам доверил он судьбу региона, республики, а значит государства. Через Чеченскую республику хотели разрушить суверенное государство. Международным террористам мы не нужны были. После нас Южная Осетия, Украина, Сирия, это продолжение тех событий, которые начинались с 90-х годов. Да, Мулада. Вот сегодня президент был в Сирии, и он озвучил, что главная задача наведения порядка, сохранения целостности государства, арабско-сирийского государства закончена. И первый военный будут выведены из Сирии. И мы горды, что наши ребята там участвовали. Они были востребованы. Мы не подвели Ахмат Хаджи. Мы, как и обещали, и обещаем, что будем всегда защищать наше государство, регион, народ. Аллаху Акбар. Особую роль съезда отметил и Александр Хлопонин в приветственной речи, которую зачитал Джамбулат Умаров. Отметить 15-ю годовщину съезда в республику приехали многочисленные гости. Они говорят, что стремительным изменениям, которые происходят в Чечне, может позавидовать любой регион. И это не просто слова. Многие из них видели своими глазами разрушенный до основания Грозный. И эту оценку, которую они дают сегодня, можно смело назвать объективной. Недооценивать или переоценивать значение тех событий 15 лет назад очень сложно. Перед началом того съезда Ахмат Хаджи говорил: сегодняшний день должен стать вехой в истории чеченского народа и всего населения республики. Мы ждем от съезда очень многого, и народ надеется, что резолюция съезда будет способствовать достижению стабильности в республике. Съезд выразит волю всего чеченского народа, который жаждет того, чтобы в самое ближайшее время у него появилась конституция, прошли выборы президента и парламента Чеченской Республики. Только цивилизованным путем мы можем выйти из кризиса. Так и произошло. Съезд стал значительной вехой в жизни республики, а все ожидания Ахмат Хаджи сбылись. Расцветает город, как все многое меняется. Слезы остаются уже только в памяти. Сегодня мы видим счастливые лица, потому что вы видите, как развивается и просто прекрасно становится в вашей республике. И вы действительно становитесь не тем краем, который хотели взорвать внутри страны, большой страны, как Россия. Вы становитесь уже передовым краем, на который ориентируется не только весь Кавказ, но и вся страна. Ценный подарок, официальный символ Казахстана, Рамзану Кадырову преподнес депутат Нижней палаты парламента Республики Казахстан. Эта статуэтка символизирует государственность. Нурлан Зайрулаевич, передавая вам привет, Рамзан Ахматович передал вам величайший из смыслов сегодняшнего дня. Гость также поблагодарил главу Чечни за возвращение их граждан из горячих точек – Сирии и Ирака. У нас достойное руководство, у нас достойный парламент, у нас достойные органы власти. Мы уже прекрасно выстраиваем отношения с любой структурой мира. Рамзан Ахматович, отдельная благодарность вам за участие в судьбе детей и женщин Казахстана, которые оказались в тяжелейшей ситуации в Сирии. Оттуда их вывезли, сейчас они у себя на родине. Спасибо вам. Гости также отметили то, с каким трепетом в Чечне относятся к своей культуре. Сохранение традиций, уважение к обычаям предков, соответствующее воспитание детей. Это все позволяет не потерять самобытность. Чеченский народ является носителем древней государственной культуры, древних государственных традиций, которые начали проявляться в настоящее время, когда создались условия мирного развития. Оксана Пушкина, известная телеведущая, политический и общественный деятель, выразила благодарность Рамзану Кадырову за вклад в укрепление семейных ценностей. Как результат, в Чечне крепкие семьи и высокая рождаемость. Оксана Пушкина неоднократно была в Чечне в самые разные годы. Сняла не одну программу о положительных изменениях в регионе.
Одна из последних была моих работ с Рамзаном Ахматовичем. Я ему задала вопрос, чего ты больше всего в жизни хочешь? И он сказал, конечно же, увидеть его хоть на 1 минуту. И я очень хочу, чтобы кто-нибудь мне когда-нибудь сказал, что я похож на него. Я хочу вам сказать, Рамзан Ахматович, что вы стали действительно похожи на своего отца. Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова вручила Рамзану Кадырову сразу 2 награды. Золотую медаль за значительный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Это высшая награда Ассамблеи народов. Также Рамзан Кадыров получил премию «Посол дружбы». В мае этого года в Москве состоялся первый съезд Ассамблеи народов Евразии. Мы с вами знаем, сколько делает Рамзан Ахматович для того, чтобы укреплять дружбу и согласие народов на евразийском пространстве. За значительный вклад в укрепление дружбы народов и развитие народной дипломатии на евразийском пространстве Рамзан Ахматович стал лауреатом Евразийской премии «Посол дружбы». О том, что в Чечне восстановлены не только города, но и самые отдаленные села, говорит и председатель Совета Алимов Республики СКФО. Он, как никто другой, помнит и знает, какой ценой мир достался чеченскому народу. Ахмад Хаджи, рахимахуллах тааля, сразу же с первых дней пошел по пути объединения. Он говорит, надо сделать съезд народа, надо прослушаться, что говорит снизов. Народ что говорит? И вот его лозунг был «Да пусть восторжествует справедливость». И справедливость восторжествовала. За эти 15 лет избранный народом путь оправдал себя. В зале присутствуют и участники того самого съезда 2002 года. Они подчеркнули, тогда Ахмат Хаджи Кадыров стал единственным человеком, который руководствовался мнением народа. Ахмат Хаджи Кадыров говорил свое видение будущего нашей республики, нашего народа. Его коллеги, соратники, чеченцы, выходцы, которые проживали в Москве и другие приезжали тоже. И все едины были в этом, что необходимо принять прежде всего Конституцию. И решение принятен, и референдум, и конституция принятен, цехляха. В общем, том чек бербатер модернистен. Это амадаш халгалден. Цо и съезд говшахта. Дуку наборон сулдя референдум хлер, конституция принятен, выбор хлер. В конце мероприятия прозвучали гимны России и Чечни. Уходя, Рамзан Кадыров, как того и требуют традиции, проводил старейшин. И тепло попрощался со священнослужителями, которые также принимали участие в форуме. Зураб Центроев, Залина Атаева, Тимур Хайдаров и Юсуп Успанов. Новости.